Абзира шимас хатарско телехопшча эфир джихо падзира тарихуяну. Сара уямлевкой сырец уктанеп хай шизизгай та интернета чизиграс та интересует информация. Facebook, Instagram алайкоха, а зум хараш зцирызгаша ажипчко. Халагапнас. اسم شايب شحتاتركو إخسير كرمم تراح درلخ جخويت أنترسو إي ويبشم أقر قلم تقرلا يارلسنا أورس دراما театрахны мё посранаеху фазили Искандер июмта Сандроис Чигема амотив корыла и кургылу а спектакль широколобый захдзом режиссер Сдамов аурус актер Искандер Сакаев а спектакль дара интересату а русдрама социал даха курчуи а цепчаха шахоп шуршилшот ярабаса билетку ходапсада из аурцта хошсу русдрама социал дха Инстаграм адакач и мё пурготайт слабра уи шаргеш хала шурхуршилшот а спектакль уюмши мё послойт раширам за жаха жипширзе и шабжахкойт уибжиш мэйджерц Абарин хайт хымш зигзипшу адуне шапулам был чемпионат артра аконза. Яра рабхат закону рустула мё послут. Жейза калакерджа. Сантария чемпионат хабхадзарала ёжвек пи ауп. А турнир мызгы яцны и цалойт. Москва рейхала стадион Лужникекны чемпионата хацерпес азы катарако мё послут. А волонтерча активла усырвейт. А чемпионаты же рабхат пи ахмарадж апшмачар команды Сауда Рарави и Цухмарвейт. А букмекерча адуне Апхех фаворит Челсиалер каует Бразилия, а навис Германия, ах по пятыпахной дорголет Испания. Чемпионаты артас пхелгуатера кошакай яшо хбойт а чемпионат аштех. А шапула была чемпионат талисманс ихоп и лахчуху абга забивага захдзу. Ярубаса шапула была задуния чемпионат ашахиоп. Официал гимна ргзалет Америка пе музыкат Ники Джимми Ярубас уицерхет Уилл Смиты эра истрефи. Аша яхцу Леви Чап. Апшихи тахкозер унха Куатабгата. Ярубаса чемпионат мне пысуанец Москва Hyundai Мотор Студия Галереч и дзыргает экспозиция ду. Уаха искан яхыз хилдуне чемпионат кой ирих ахмара кой турухакунт и цердру шапылам баласичи и разго видеонзам такой а фотосахикой. Ярубаса шапылам был яслум хаушзы апсны шапылам была федерация и чнакайт айтслабра. Уаха швидцы шаре аз пхелгуатара квакашцар шилшут. Уязы хартуатуб айпылара квадзну абгец. И я шанихадзу аз пхелгуатыш за нагойта балко. Уртрих шалала элгахойт апхих тып квазго. Зигриха auch мара корылшапа абзуршу изыпшуп аппарат хамта. И нартбан информация шоур шушут в Facebook как лаепцо. Я знал заранее захцу адакат. Хамта завоюб стазара, а музыка адай мястом. И хара гиуэ хара аджар хауп изызго. А музыка за хенджерай хацуп. Альна, а усурач, а нөхе корджа, а жакала уя задзиро угуяхой. Угуала казара гишнахой. Уят хелну юнезики жашук сазы и хазнух гараманшало MP3 плеер корту еха и сейтахшой. Фью иксакты ари маншало а тып мачный анызкулу плееру. Яра хортахот харану пара от сарабзи избо наски спорт ясрум хаушизм. Схатабзира харако мелодия пошерзидирила сал шараш натует ари плеер. Фьюкс ак айкуршаша дарай маншалов. Яра люмин корпус самов. Маширшак ищучка харги ака гяхцу. А фанцик батарея да хёзер жёк саат ищу сход. Яра зипсок $1 крop. Алыцы сымша адзалара амоп. Уйзы тхалоги дарай трыжуа техника зик, а хатабзира ахи хараку ау. MP3 плеер New WZ. Яхпаца плеер кой репшим. Яралым хахацаква иргулакацоп. Яхыцу абжиб зиоп, ицкёп. А функцик батарея же саат ищу сход. А реплеер умхаца на метра кыргынца адзаца кау цар улшой. Адстала рабзи избошзе яра хортахойт.
Яростный тыцраный Ихопа мелодрама «Попробуй подкати захцу». А фильм Франции Тыхон, режиссер, сценарист Даму, Франция театре, кино и актер Франк Дюбоск. А роль Хадана Загидзоги Ярайоп. А фильм интересацию уже шахопса трейлер. Меня зовут Родриго Гонзалес. Я колумбиец. У меня в сумке 2 килограмма дури. Не надоело постоянно врать. Зачем тебе это? Незачем. Просто в кайф. Я же могу вас и обыскать. Обещание. Матушка приставилась. Ключи от дома. Ей бы хотелось, чтобы ты побывал там в последний раз. Я ваша новая соседка-сиделка. Специализируюсь на таких, как вы. Как я? Ну, конечно. Мои родители устраивают барбекю в воскресенье. Придете? Вуаля, это Жослен. Не такой уж и старый, как ты говорила. Я ее старшая сестра. Это Флоранс, моя незамужняя сестричка. Вам есть о чем поболтать, вы же оба... парижане. Что я должен сделать? Признаться, что я не инвалид, а просто хотел подкатить к ее сестре? Там посетитель, она инвалид. Здравствуйте. Добрый день. Вас посадили на стол? А какая она, эта сестра? Я не знаю, без понятия. Умная, красивая, с изюминкой. О, Жослен, Флоранс. вы сидите в моей коляске? Да. Ваши действия отвратительны. Она все-таки не дура, не может ничего не заметить. Духоподъемная комедия «Паризьен». Ты прав. Я ей все расскажу. Вау. Попробуй подкати. Жослен, Что? колоноскопия перенесена. Шоколадную шахту придется прозондировать, но только в четверг. Хорошо, Мари? Ехерия рубрика «Чхазат Кылархтахуб Арчара Центр Дар». Яра артуиште бар шуксык цует. Ахариагам таялакзен айх дзараква рацов. А центрах на азыка дзараква шумья пысуа. Вакаигу ахырхарта курпы. Вajih зейта лхет. А центр Дар аусую. Медея лагулапха. Медея, добро пожаловать. Здравствуйте. В первую очередь нам бы хотелось, чтобы вы рассказали об идее создания творческого центра «Дар». Сама идея создания возникла не просто так, а как реакция на все происходящее вокруг. То есть, если посмотреть, обратить внимание, в последнее время все больше видна тенденция, когда люди стали проявлять свои творческие способности, стали вспоминать о своей индивидуальности. И все больше стали стремиться именно проявить эти свои творческие способности в виде либо занимаясь какими-то творческими видами рукоделия, либо именно преподавать, либо что-то делать именно в творчестве. Многие даже меняют свою профессию и занимаются уже хобби, вернее, хобби стало перерастать уже в какой-то основной вид деятельности, которая, возможно, приносит уже неплохой финансовый доход. Многие женщины, находясь в декретном отпуске, особенно я эту тенденцию видела, когда они начинают заниматься именно творчеством и находят себя в нем и довольно-таки успешно. И увидев вот это все, что происходит, да, на фоне этого группа творческих людей, мы решили создать такое место, центр, где люди могли бы научиться основным творческим направлениям. Какие творческие направления существуют у вас в центре? Направлений много. Среди них это рукоделие. Туда входит вышивание бисером, лентами, нитями. Это карвинг, это вырезание, художественная резка по фруктам и овощам. Это вязание крючком и вязание спицами. Это так называемый гобелен, то есть это плетение из нитей особым способом, это рисование и лепка. И также в нашем центре есть психолог и логопед, как помощь детям. Широкий выбор. Да. Вот вы сами специалист по рукоделию. Вот насколько востребовано рукоделие в центре? Рукоделие очень востребовано как среди взрослых, так и среди детей, особенно девочки.
очень востребованное направление создания украшений, когда девочки сами могут создать для себя, либо в подарок, либо есть такая тенденция, когда они учатся, создают и даже продают свои украшения. И участвуют даже в выставках, продажах. То есть это очень востребованное направление, потому что для любой девочки и женщины очень важно создать вокруг себя красоту и себя украсить. Поэтому вот все наши направления, они востребованы и актуальны вот для людей, для женского пола. Вот вы сказали, как для особенности. взрослых и детей, то есть возрастных ограничений нет в центре? Нет, возрастных ограничений нет. У нас получают знания как совсем маленькие дети. Что касается рукоделия, это с 5-летнего возраста. И с пенсионного возраста каждый может приходят попробовать женщины. Да, это Замечательно. мы рады любым возрастам, потому что в любом возрасте можно раскрыть свой талант. Или если обладаешь какими-то знаниями, можно повысить уровень, можно узнать что-то новое в этом направлении. Медея, расскажите немного о специалистах, которые работают в центре. Специалисты, вообще самое главное, на мой взгляд, когда идет речь о преподавании, когда речь идет о отдаче каких-то знаний аудитории, людям, очень важно быть профессионалом и очень важно любить людей. Вот что хочу самое главное отметить, что наши преподаватели, они открыты и они с удовольствием делятся своими знаниями. Самым большим, наверное, отдачей и показателем наших преподавателей является то, что наши ученики не хотят уходить от нас. То есть маленькие детки, казалось бы, час – это максимум, да, ребенок сможет сконцентрироваться, уделить внимание тому или иному предмету или процессу. У нас некоторые занятия длятся около 1,5 часов, и родители не могут вывести детей, они хотят продолжать, не хотят уходить. Уютно, что? Да, и это все создают, на мой взгляд, преподаватели. То есть такую атмосферу творческую, уютную, когда людям хочется творить и получать знания. А участвовал ли ваш центр в каких-нибудь выставках или, может, арт-маркетах? Да, мы участвовали, и мне кажется, вот развитие вот именно этой творческой среды во многом произошло благодаря именно арт-маркету этой девушки прекрасной Ксении Багавш, которая вообще вот эту нотку, да, в нашем обществе эту творческую поймала и стала организовывать такого рода выставки, ярмарки, продажи. Мы участвовали и как представляя работы своих учеников, так и проводя мастер-классы на базе этих выставок, ярмарок. И было очень много желающих после проведения такого рода мероприятий уже прийти к нам и заниматься тем или иным видом рукоделия. А вот используете ли вы интернет в своей работе? Ну, интернет, конечно же, мы используем и как базу для того, чтобы получить какую-то информацию, да, потому что рукоделие, у всех сложился какой-то стереотип, что вяжут бабушки, что рукоделие это что-то из прошлого века, на самом деле нет. Оно очень популярно. Очень популярно. Время особенно. Да, вы правы. И чтобы идти в ногу со временем, нужно, наверное, знать основные тенденции в моде обязательно, потому что у нас очень востребовано вязание. Вот вяжут сумки, да, и это как бы где получить информацию, это, конечно же, в интернете, да, на модных каких-то страницах. Также мы используем интернет для того, чтобы показать публике, чем мы занимаемся. Наши работы публикуем сам процесс творческий. То есть интернет для нас это неотъемлемая часть нашей работы. То есть благодаря ему мы и развиваемся. А собирается ли центр в дальнейшем расширять творческие направления? Конечно, мы открыты для всех специалистов. Буквально в последнее время мы также привлекли специалиста по валянию. Она несколько месяцев отработала, уехала, снова вернется. То есть мы открыты, мы ищем даже сами в сети и на выставках, ярмарках также используем это как площадку, где можно познакомиться со специалистами и используем как бы
любую возможность для того, чтобы познакомиться и впоследствии привлечь этого человека, для того, чтобы дать людям возможность получить и новое какое-то направление, знания в этой области. Медея, по вашему мнению, почему ребенок должен заниматься рукоделием? То есть какую пользу приносит рукоделие? Рукоделие приносит множество положительного эффекта для ребенка, так и для взрослого. Если говорить о ребенке, это самое главное, это развитие, творческое развитие, когда ребенок может себя проявить как свои творческие начала, свой потенциал. Это развитие мелкой моторики, когда дети работают с бисером, с бусинами, когда работают с бумагой, плетут что-то из нитей. Это все при развитии мелкой моторики, все прекрасно знают, это развивается правое полушарие, и это затем плодотворно влияет вообще на учебный процесс. То есть мы уже работаем больше года и видим, как дети, придя в первый раз, каким трудом они собирают этот бисер, и через месяц, через два прям видно на глазах, как их развивается мелкая моторика. Также очень важно для детей это развитие воображения. Это очень важно, когда ребенок, занимаясь тем или иным видом рукоделия, он находится в умиротворении, то есть в спокойствии. Мы все привыкли, что в школе всегда оценивают, что в школе есть какая-то конкуренция. А здесь спокойная обстановка, когда ребенок, со спокойной душой может сотворить все, что ему угодно. И причем он заинтересован в конечном результате не потому, что его оценит кто-то и поставит оценку, а потому что это самому нравится. И таким образом повышается самооценка и ребенка, и взрослого. То есть этот маленький шедевр, сотворенный своими руками, он может и украсить себя, радовать, и может служить в качестве подарка. И это несет очень весомую роль вообще в развитии личности и маленького, и большого человека. Медея, спасибо большое, что пришли к нам за интересную беседу. Всего доброго. До свидания. Хасырскую телехопча яхизы бряу. По интернету джейку ойну фитырыц фитахызыр, ана стихай кушарабжих мэжин. Абзерас.